Добрый день, Мария Дмитриевна. Мы сегодня хотим поговорить с вами на тему дистанционного обучения. Итак, первый вопрос. Как вы считаете, какие проблемы встречают учителя в системе дистанционного обучения? Ну, я думаю, во-первых, здравствуйте. Думаю, что насчет дистанционного обучения, то все учителя встречаются с такими проблемами, как именно отсутствие сети, интернет, да. Также и наши дети не полностью охвачены техническими средствами. Спасибо. Второй вопрос. В чем вы видите положительные стороны дистанционного обучения? Но здесь хотелось бы отметить что положительной стороной данного обучения является именно дополнительное обучение мотивированным детям. То есть дети сами выбирают, какие электронные ресурсы применять для именно более дополнительного образования. Но дает новые возможности для наших детей. Спасибо вам большое за ответы. На этом наше интервью заканчивается. Какие трудности вы встретили во время дистанционного обучения как ученик? Дистанционное обучение всегда требует подключения к интернету. Вот тут у меня не всегда присутствует подключение к интернету, и из-за этого я могу пропустить урок, либо вообще весь учебный день. Как вы считаете, какие плюсы есть в дистанционном обучении? Главный плюс – это безопасность и удобство. Удобство тем, что можно не пойти в школу, это особенно хорошо для тех, кто живет далеко от школы. А безопасно тем, что учишься удаленно и нет контакта с людьми. Какие трудности вы встретили во время дистанционного обучения как ученик? Во время дистанционного обучения я встретила такие проблемы, как непонимание некоторых предметов и технические проблемы. Спасибо. Как вы считаете, какие плюсы есть в дистанционном обучении? Мне приходится рано вставать и идти в школу и проводить больше времени с семьей. Какие трудности вы встретили во время дистанционного обучения как ученик? Так как у меня больные глаза, слабые глаза, у меня были трудно смотреть каждый день на монитор, поэтому это у меня трудное дистанционное обучение. Второй вопрос. Как вы считаете, какие плюсы есть в дистанционном обучении? Ну, конечно, есть минусы и плюсы. Плюсы это можно учиться где захочешь, через социальные сети. Например, я во время дистанционного обучения я учился на педагогике СУФУ, на уроке экономики и получал консультацию от Петра Афанасьевича, педагог исторического факультета, консультацию.